لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Дорогие мои братья и сестры, великая хвала только Аллаху принадлежит. Воистину мы Его рабы, и мы просим у Него помощь спасения нашей души в этом мире, в вечном жизни. Да благословит нас Аллах во всех праведных делах. И, дорогие мои братья и сестры, некоторые азербайджанцы задают мне вопрос, почему ты ненавидите нас, Азербайджан. Я хочу именно ответить этим людям, которые, если они будут размышлять мои слова, во многих своих эфирах я говорил, Азербайджан – это самая преступная республика сионистов, нацистов, Туран. Все они зло, где бы ни услышали по всему миру, они всегда зло поддерживают. Понимаешь, вот поэтому, начиная с 90-х годов, как меня избрали в 1993 году, я хотел узнавать на переговорах, что они из себя представляют Азербайджанская республика. Я даже поехал в Баку на переговоры с Гайдар Алиевым, и получилось у нас большой скандал, так как я в то время требовал освободить всех политзаключенных. Я защищал интерес своих же лезгинов, так как я являюсь выбранным законным имамом Лезгистана того времени. И поднимали все вопросы перед Духовным управлением Союза мусульман России. И мы, делегации, ездили в Азербайджан требовать освободить всех политзаключенных. Ну, получилось у нас большой скандал, и оказалось, мы в тройном кольце в Абшерон гостинице. Против нас было поднято войска и требовал покинуть территорию Азербайджана. Вот это задел и меня задел. Почему? Потому что я же приехал с делегацией, с российским духовенством тоже. Я собирал в Дербенте, в Лезги, в театре всех духовных управлений всех регионов Российской Федерации. Это было 28 марта 1996 году. После чего мы уехали в Баку. Поэтому с Азербайджаном никакие переговоры после этого случая никто из лезгинского народа не должен вести. Потому что Азербайджан – это самая преступная гнилой территория. Они любят делать подлянки. Они говорили даже в те времена, Скендер Гамидов, бывший министр МВД Азербайджана, вот в 1993 году приехал генерал Кахриманов к нам на переговоры от организации Садвала. Мы его напоили, мы ему закинули какие-то таблетки, он не был не в себе, мы ему что только не сделали. После того, когда он пришел в себе, мы ему показали, вот мы сняли все, чем ты занимался, там, не знаю, а теперь иди делай свой Лезгистан. Вот такие подлые твари они, эти азербайджанские республика, их Министерство национальной безопасности, они любят делать гадости всем. Поэтому любой человек, даже с России, кто туда поедет, делегации, кто туда поедет из других стран, европейские страны, бизнесмены, всем они делают такие гадости. Поэтому, а после чего они пускают этих своих геев, своих проституций, вот это все, а потом снимают, показывают. Вот такой грязной, отвратительной республики, это Азербайджан. Ну, подобие Содома, Гоморры, понимаешь, вот
Для этого я ненавижу это государство, так как они пошли против моего Господа, против Аллаха и против всех людей на земле. Азербайджан это козыря держит под себя, потому что завтра, чтобы управлять Россией, управлять Кавказом, управлять с другими странами, со всеми. Поэтому азербайджанцам никогда, с правительством Азербайджана, никогда никто не должен поехать на переговоры из Дагестана, из организации Садвала. Поэтому мы будем по-другому доказать им, что эти земли все наши. Поэтому у меня нет веры, если кто-то поедет решать какие-то вопросы в Азербайджан. Эти люди уже попали в засаду у них. Они будут эти силы использовать против нашего народа. Поэтому многие лезгины идет оттуда финансирование, они ведут пропаганду азербайджанских спецслужб на территории даже Дагестана, в России, поддерживая интерес, понимаешь, Азербайджанской республики. Наш главрайон, наших районов, мы же не знаем, что за ними стоит, почему они против Азербайджана, никто ничего не говорит. Потому что их назначено со слов Мухаммад Али и его сын Мухаммад Салам. Вот они его назначили, вот поэтому они служат Азербайджану в лице Мухаммад Салам, который тот день, когда его избрали, даже он в Кремль не убежал, сразу убежали в Азербайджан, представить, что я выиграл в выборы, и там он получил свою поддержку от правительства Азербайджана. А Россия у него на втором плане был, даже не стал он поехать к Путину. В первую очередь он поехал в Азербайджан, чтобы ему поздравили, и чтобы его озадачили, как работает Дагестан. Но сегодняшний день многие знают, в наших районах почти ни одного патриота глава нету. Даже патриоты России, они не патриоты, они все ведут политику даже скрывая, грабит народ, там все это делает для того, чтобы никак лезгины не объединились. Это план программы азербайджанских спецслужб. Сами они мне говорили после 12 лет, как я отсидел в Азербайджане, мы там всех поменяли, пока ты находился у нас 12 лет. Если ты поднимешь там национальные вопросы Лезгистана, мы тебя там же уничтожим. Вот их разговор я повторяю. Во-первых, Азербайджан все время издевается над лезгинами, кто поднимает национальный вопрос, даже флагом, вопрос истории лезгин, родной язык в школах, там, радио, телевидение. Вот это все, кто когда поднимает, они издеваются над лезгинами, сажая их в тюрьмы, бьют их, издеваются. Даже сколько людей было расстреляно в тюрьмах Азербайджана, наших лезгин, не за что. За то, что на митинге в Кусаре, когда пиральский событие был, они сняли вот эти видео, кто участвовал в этом митинге, их всех расстреляли, всех убили, из них сделали террористы. Понимаешь, вот эта ложь, они любят приписывать на наш народ. И еще другие, там лезгины, лезгинки говорят, они наши братья. Тупорыли вы, черти проклятия. Будь вы прокляты с ними вместе. Как они могут быть наши братья, когда они наших ребят расстреливали? Бросали на нас нахал терроризма. Бросали даже женщину с 8-го этажа через балкон на улицу. Из Кусарской. Брат, сестра жили. Один брат там где-то в метро тоже после взрыва умер. Вот ее сестра, короче,
как я слышал, выбросили с 8-го этажа замужем женщина, лезгинка. Вот вы говорите, они наши братья. Если они были бы братья, эти правительства дебиловские, чертовской, разве они бросил бы женщину с 8-го этажа прямо на улицу? Вот спецслужбы Азербайджана, как работает. А вы говорите, братья. Это те люди, кто говорит их не брать, вот с ними вы будете наказаны очень скоро. Поэтому лезгины никогда не отдаст даже кулачок земли. Берите даже Баку, город Баку, в XI веке, где находится и лезги мечети XI века, которые мы открыли в Азербайджане. Неужели вы не соображаете, в XI веке там в Баку, Азербайджан, их дух не был, это татары, монголы не был. Они только в XIII веке пришли на Кавказ с Чингисханом. Перси был, там не был вообще азербайджанцы. Там персидские народы были, арабские народы были. Неужели вы не соображаете, не размышляете даже истории? В XI веке на Кавказе вообще дух этих азербайджанцев не были. Татары, монголы когда появились? Они появились в XIII веке. Хотел захватить Лезгистан, хотел захватить крепость в Дербенте, не получились. Тогда, получается, монголы напали на азербайджанцев, что ли, в Дербент, если они строили эту Дербентскую крепость. Что вы ерунду гоните там, короче? История есть история, пойми. Вы должен поставить все по местам. Кто воевали? Не азербайджанцы же воевали монголами, потому что они и есть монголы. Наши предки всегда их называли моголами. Мы их не трогали после того, как они приняли ислам, религию Аллаха. Они жили среди нас, поклонялись, служили. Мы их не трогали, но они ведут под ислам свои национальные интересы. И вот из-за этого у них получилось все это бильбильду, как захват земли, ущемление прав человека, ущемляет права полностью лезгинского народа, сажая их в тюрьмы, убивая их в тюрьмах, расстреливая. Все это исходит из Азербайджана. Это преступная республика. Неужели вы не понимаете? Почему вы не чувствуете слезы других матерей? Многие лезгинки, матеря, жены приходили ко мне особо, помоги нам. Наших детей расстреливать не за что, убивают наших детей. Сколько их убили в тюрьмах в Азербайджане, расстреливали. И сапских, пиралских, кусарских, многих сажали, убивали. А теперь вы говорите, они наши братья. Это правительство должен уничтожить с лица земли Лезгистана. Лезгистану должен свободу принести мы. Эти земли не принадлежит им. Эта Азербайджанская республика не должен существовать на земле Лезгистана. Поэтому я вам доказываю, что XI век – это Лезги мечеть, который в Баку находится. Это все земли, это Баку, это все там лезгины жили. Всех их уничтожили. Всех в крови в Лезгине. Многих там даже не успел уходить оттуда. Женщины, детей, всех уничтожали они. В этом помогали и турки, и бакинские комиссары, и СССР. Я вам открываю то, что было. Тогда, получается, погладили нас, они выселяли наш народ, Киргизстан, Казахстан, Инта, Воркута, они уничтожали столько народ лезгинов, получается, по-вашему. Они наши братья. Они, если живут в исламе, да, они будут братья. Если они поддерживают Азербайджанскую республику, это сионистские, дьявольские республики. Они наши не братья, они наши враги номер один. Понимаешь? Вот поэтому у нас нету
с ними общей. И не будет никогда с ними общей. Потому что у них в сердце коварные дьяволы, бесы живут. У них постоянно, хоть они в ислам себе говорят, но под ислам они ведут национальный интерес. Дербем безимдии, это безимдии, то безимдии, Россия безимдии. Все наши, Узбекистан, Киргизстан, Казахстан, все безимдие у них. Понимаешь, даже они не то, что на Кавказские земли, они хотят свою империю зла создавать по всему миру. Это джин, дьявол, который из ада вышел. Он сидит на плече Ильхама Алиева, шепчет ему, и он идет по стопам своих бесов, дьяволов. Вам ясно же, Коран говорит, что они будут следовать по стопам своих дьяволов. Знаешь, в тюрьмах Азербайджана что говорил? Всегда они мне. Я много что могу открыть тайны насчет российских политиков, как они их вербуют там в Азербайджане, как их напоили после того, что делают. У них все это есть в них, в списке. А вы говорите то, что не знаете. Вот для этого евреи создали сионистские государства, республика на Кавказе, чтобы издеваться над всеми. На водопой ради нефти все бизнесмены приезжают в Азербайджан. Сколько их они кинули? По всему миру столько заявлений, которые на Азербайджан идет. Каждого бизнесмена они на несколько миллиардов долларов кидает, обманывает. Это все харамы. У них нет честной торговли ни с кем. Только американцы 50 лет закупили это все под себя. Нефть, все, газ. Турки, они поддерживают Турцию, потому что турки, им нужен против нас всегда. Поэтому, дорогие мои братья, это не означает, если пару человек в Лезгином там дал ответственные посты, типа Минобороны, там мэр города, там Баку, что мы азербайджанцы. Мы не азербайджанцы. Азербайджанцы – это есть искусственный народ. Если сказал бы, у меня есть талыши, я верю, такой род есть. Есть турки, я верю, что есть такой народ турки. Турции. Есть разные национальности, таты, курды. Но Азербайджан такой нету. Они обязаны жить по своим родственным связям. Родственная связь – это есть благословенный путь от Аллаха через пророка, сказано вам. А вы говорите, мы азербайджанцы, они наши братья. Пару сучек там погуляли с ними, понравились, потанцевали, безумные. Вы на шариатском суде к суду подлежите, понимаешь? Вы изменники. А в Коране ясно сказано, что делать с изменниками. Поэтому вы дебили, азербайджанский лезгин. Азербайджанский лезгин не бывает. Пускай будет Азербайджан лезгинский. Если так можно делать. А лезгины веками, коренной народ, они веками живут на своем земле. Вчерашняя республика – это лезгины азербайджанские. Вы что, падали на колени, целуете ноги этих чертей, а ваши предки не согласились с этой республикой, которую Сталин создавал. Они покинули эти земли, свою жизнь отдали в тайге везде. А вы говорите, они наши братья. Если он брат, пускай сидит у себя дома, братские отношения пускай держит с нашим народом. Тогда мы будем знать, что они братья. Они тебе яму копают нас, уничтожают нас, на нашем земле нас расстреливают. И вы говорите, наши братья. А вы, которые азербайджанцы, задаете мне дебиловские вопросы, размышляя, что сделал Гайдар Алиев и что делает Ильхам Алиев с вашим народом. Вы хоть если себя считаете достойными, смотри в этих тюрьмах, сколько их они уничтожают, даже ваши.
Это мафиозная система, это не государственная система у вас. Это Азербайджан создан для того, чтобы наполнять кармане гайдаровский тухум. Понимаешь, вы никто там. Вы хотя бы не лайте на мою сторону. Ваш герой Расим Акберов взял, посадили его в тюрьму. Что с ним делал? Что с Сурет Гусейновым делал? Эликрам Гумбетовым он делал. Ревшан Джаваду вообще застрелили. Маир Джаваду в бегах убежал, скрылся в Голландии, там прячется. Над всеми издевались, над всеми ОМОНцами издевались. До сих пор по жизни сидят ваши ребята. Почему я против них ничего не имею? Потому что эти люди свое слово сказал против Гайдар Алиева. Бахтияр Бери, покойного, за что его убили в тюрьме. Также многих лезгинов убивали в тюрьме. Думаешь, я не знаю, для чего создана эта злая республика, чтобы грабить вас полностью, а вы в рабстве у них находитесь. Лучше жить с армянами, армянским народом, все вместе, чем жить под этим мафией, короче, который вас пепел глаза бросает все время. Армяне ваши враги, обманывают, чтобы заполнять свои карманы. Настолько тупые вы, короче. Вы же жили во время Советского Союза все вместе. Почему между вами не было такой разня? Кто это делал? Все, Гайдар Алиев, сидя на Нахчеване, он прогнал Аяз Муталибова. Уничтожил всех, короче. А теперь отдал своему сыну все посты, грабит вас, и вы говорите, я имею против Азербайджана. Я против азербайджанского народа ничего не имею. Есть козлы, твари, которые кушают мясо своих же. Вот эта республика, которая строена, они на все идут. Мы, кавказский народ, нам не интересно Кавказ, однополые браки, как вы подписали в Совете Европы эти браки. Нам не интересен этот дурацкий образ жизни, который вы создаете и портите весь кавказский народ. А вы приносите многим такой грязный образ жизни, распространяете сучки. Ваши черти многие занимаются проституциями. Вы же понимаете, вы предали своих же. Вы открыли все ворота для своих, занимаясь чем угодно, лишь бы зарабатывать деньги. Бессовестные. Поэтому я говорю, что есть, это обязано говорить перед Аллахом, пока над вами суд не началось. Но очень скоро начнется суд Божий над вами, в первую очередь. Азербайджан я вижу в руинах. Я не вижу Азербайджанская республика как республика. Я вижу это место, руины. Я вижу Турцию даже, если будет поддержать вас, тоже Турция уничтожена будет. Для вас сила собирается везде. Мы что не знаем, вы из Турции ведут хитрые политики. Хочет забрать Крым от России. Помогает в этом деле Украину стравливанию против России. Также вы хотите забрать Кавказ под себя, создать свою империю зла, короче, Азербайджан. Азербайджан. Поэтому нам не интересно в Кавказе. Мы никогда никого не пускали, наши предки тоже. Вам достаточно, мы два народа, короче, веками, которые воевали на Кавказе. Бессовестные. Почему я против вас? Потому что вы создаете зло против всех народностей. Каждый род, каждый человеческий племена имеет право жить на земле своими родственными связями.
А вы у них отнимаете все, ассимилируете, уничтожаете, используете на свои цели в войне, везде, короче. А почему вы это не видите? Вы вчера воевали, лезгинский народ вынужден был воевать против Армении, забрал Шуша. Они стали для вас братские. Ваш империя зла строит, кто умер, все они будут гореть в аду. Так Аллах сказал. Если они возвысил бы слово Аллаха на этом земле, это другое дело. Они умирают за гейские идеи, интересы правительства Азербайджана. Поэтому даже берите, вы говорите, Россия. Россия даже не подписала такие законы, как у вас, однополые браки, бессовестные. Ваши олигархи женятся сейчас на однополые браки в Азербайджане. Ваши депутаты Милли Маджлиса только поддерживают этих гейские интересы в стране. А вы говорите Азербайджан, Азербайджан. Азербайджан – это республика. С ног до головы это говно. Преступная республика, сионистов в руках этих евреев. Вы же видите, как Палестину вы помогаете. Палестину, чтобы их побольше уничтожали. Нефть давая им, заправляя самолеты. Мирный народ, дети, женщины, все умирают от вашей нефти. Почему вы не поддержали Палестину? А вы готовы ради Израиля ноги целовать, чтобы деньги вам дали. Потому что они 95% мировые деньги контролируют. Оттуда вы тоже какую-то часть получите, да, на ваши цели, что вы поддерживаете Израиль. Бессовестные. Тьфу на вас, шейтаны. Проклятие. Вам, если вы был бы достойный ума пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, вы не поддержал бы своих врагов Аллаха. Вы же, хотя бы изучая религии, как они предали Муса алейхиссалама, как они ослушались. До судного дня они прокляты. Перед судным днем они должны собираться в Израиле, потому что их суд начнется там. Будет уничтожено Израиль вместе с Азербайджаном. Во всем мире будет их уничтожено. Вот так Аллах говорит. А вы поддержите этих преступных чертей, которые уничтожают мир, население. Все войны на земле происходят от них. Зарабатывают деньги, грабят какие-то страны. Все золото они забирают, грабят. Ради золота они создают войну на земле, чтобы дети Адама мучились везде. Вот это бесовский, дьявольский образ жизни они ведут. Веками они короли против королей стравливали. Все время на проценте деньги даете странам, а потом под себя держит эти страны бессовестные. Действительно, Гитлер сказал, внутри государства они хотят всегда государство свою создавать. Вот так у них получилось. А вы такой же республика заразный, которая создана во время революции. Именовали вас в 1936 году. Вы больше не татары, не монголы, а новое поколение без отца, без матери, азербайджанцы. Вы хотя бы над этим размышляйте. Вы так сильно любите это слово азербайджанец. Я знаю, есть разный многонациональный Кавказ. Да поможет нам Аллах от вас, от грязных ваших идей. Кто поддерживает эту республику, заразную республику, Аллах их всех накажет. Я еще раз говорю всем лезгинам, которые проживают на той территории,
который считает Азербайджан наши братья. За слово «тюкен» кусарах. За то, что человек написал «тюкен», это магазин, да, его взяли, посадили и забрали $150 000. Вот ваша республика что делает, которую вы поддерживаете? Будьте вы вместе с ним уничтожены, твари. Разве за слово, написанное «тюкен», можно человека так осудить? Где справедливость? Вы говорите, я несправедлив. В чем я несправедлив? Я же говорю то, что было. За то, что там лезгины получают деньги в кафе, рестораны, в Кусарском районе. Вот эти места ушемляют, забирают, сажают их в тюрьмы. Вот эти доходные места, они все забирают под себя. Разве они справедливы к нам? А вы говорите, братские, они наши братья. Твари вы поганые. Они наши братья были бы таким мерзким делами, не занимались бы, не отбирал бы последний кусок хлеба. Все доходные места они у нас забирают. Бессовестные. Они наши братья. Я вам открыто говорю, чем они занимаются. Занимаетесь против нас. И в Дербенте они сейчас молодежью открывают кафешки, рестораны, все, лишь бы, чтобы на них работали. Думаешь, я не знаю, я скоро всех соберу, в Магадан отправлю, всех. Всех лезгин, кто на них работает, в Магадан отправлю, пускай там погниют они, эти черти, предали свой народ, свой нацию, все. Я не знаю, типа, с азербайджанских территорий, как все. Пашабеков, мэр города, от меня убежал во время, когда Наврузова убили. Вы мне говорите, целый 93 годы, вот те времена, полностью Дербент под моей контроль находились. Вы что, меня учите, что делать, что не делать? Вы же знаете, Саид Джамалович, как в багажник засунул, увезли, короче. Он третий человек был. Гайдар Алиев, Мухаммад Али, Саид Джамалович. Они же находились в андроповской мафии. Вот как его забрали прямо наши ребята, лезгины. Думаешь, я не знаю, это все история. А вы говорите, там сидишь на диване, говоришь, хотя бы готовься. Я говорю для этого, чтобы вы готовились, вы чтобы держали садвол в сердцах, единство. Одного лезгина тронешь, весь Лезгистан должен на ноги встать, поддержать. Вот так было раньше. Один зов мою, весь горский деревня, минимум 30-40 тысяч собирался на любом месте, в Махачкале на площади, на границе. Я диктовал, я делал правительство, вели переговоры Минобороны России. В Азербайджане не давали им возможность закрывать эти границы. Я заставлял им, все прозрачно будет двигаться через это таможенные. Что вы делали? А сегодня я не могу вас нормально, как люди, собирать вас, решать вопросы нашего народа. Вы все разбежались, кусты, короче, прятались там, за юбками. И меня считают, что я головой не дружу. А вы дружите головой, предали своих родственных связей, своих родных, близких. Не могут даже ту сторону переходить, на эту сторону переходить, через Амур. Поэтому я вижу, вы еще не готовы. А на вас свои ноги вытирает правительство Азербайджана. Вы как половую тряпку под ногами находитесь и еще лаете против меня. Азербайджан, наши братья. Правительство Азербайджан никогда не может быть братьям нашим. За каждого убитого, расстрелянного написано око за око. Сегодня они ложным путем на меня возбудили уголовное дело. Розыск, я нахожусь. Ложное дело поднял. Российские прокуратуры
Все смеются над ними. После того, как они проверили в 2015 году, что я готовился в Дербенте, готовил наемников, они говорят, о проверке я в это время находился в тюрьме Харпе, в одиночном камере, почти 7 лет. Никуда, никому меня не пускали. Они говорят, что они головой не дружат, человек находился в тюрьме. Они еще суд подтвердил, что он преступник. Я твари поганые. Я же находился в тюрьме, как я мог быть армянским агентом? Вы же дебили пишете всякие чушь, лишь бы чернить человека. Проверяй, да, сперва, дебили, что попало, не печатай там, дураки. Вы там по лезгинов взяли кусарских, сумгаитских, многих лезгинов взяли, сейчас хотят пришить им дела, короче, и хочешь из меня опять делать этот, что ли, главным преступником. Хотя бы у меня есть доказательства, я не совершал никакое преступление, тварь. Если даже я совершу, я не буду скрывать. Я в банк пойду против вас. Мне наплевать, Азербайджан, он под ногти не стоит. Бессовестные. Хотя бы ложь не сочиняйте, твари. Мне обидно, вот эта ложь, когда сочиняете, то, что не сделано, они приписывают на людей, а вы говорите, азербайджанцы, почему ты нас ненавидишь? Блин, в ваших тюрьмах, блин, они на это Коран топтает, пинает, всех молящих топтает, короче, издевается, а вы говорите, я должен любить это азербайджанские республики. Тьфу на них, подлецы, шейтаны, черты, бессовестные. Я защищаю всех, даже вас защищаю от вашего зла, короче. Выходи хотя бы из мрака, свет своего Аллаха, бессовестные. Это ненависть не мой, это гнев моего Господа у меня находится. Клянусь Аллахом, вот это гнев моего Аллаха во мне. Вот и этот гнев вы получите рано-поздно. Потому что вы, ваши преступления, что вы совершаете против Аллаха, все у меня собирается. Вот это и есть гнев моего Аллаха против вас, бессовестные. Начиная от ваших образ жизни, который вы создаете, грабите. Вам ясно, Коран открывает Аллах веками, что сделал с каждым народом, где приступали против Аллаха. И вы же также приступили, создавая эту дьявольскую республику. Сегодня лезгинский народ, у кого есть сердца открыты перед Аллахом, они все должны объединиться. У нас служить Аллаху – это честь. Служить за правду – это честь. Весь мир идет против нас сейчас. Весь мир идет против лезгинского народа, против славянских народов. Вы хотите разграбить наши земли. Вы хотите у нас отнять последнего. Пусть живут славянские народы по соседству, защитите их честь тоже. Это считать, что за сегодня их уничтожит, завтра нас тоже уничтожит. Мы обязаны друг за друга стоять сегодня. А Азербайджану наплевать, он ради деньги всех нас предаст. Ему деньги давай, он все будет делать. Поэтому мы во имя Аллаха будем держаться, и мусульмане, и христиане, и будем бороться против зла. Америка будет уничтожена. НАТО будет уничтожено. Гнев моего Аллаха обрушится на всех города европейские. Голод, нищета придут туда. Израиль будет уничтожен. Азербайджан будет уничтожен с лица земли. Вот вы что заслуживаете сегодня. Потому что это гнев моего Аллаха. Все мои ангелы, малайки моего Аллаха нападут на вас со всех сторон. Бессовестные. Великая хвала Аллаху Всемогущему, Всезнающему. Воистину, ради Аллаха я говорю. Нет у меня
второе лицо и вторые мысли. Я защищаю честь, достоинство своего народа. Они мои родственный народ. Все родственные народы Кавказа, братские народы Кавказа, это должен понимать. Ущемлять права любого народа – это есть грех. Принуждать даже в религии Аллах нам запретил. Все человек должен своим умом размышлять, принимать, а настаивать, заставлять – это грех. Поэтому веками наш народ выбрал свободу, жить свободно. И сегодня мы выбираем свободу. Нам не интересно азербайджанский гнилой урожай, это гнилой республика, чтобы навязывал свои дурацкие, чертовские, однополые, всякие браки, всякий образ жизни дурацкий. Нам не интересны ваши олигархи, там на кого женятся, на однополые браки, дураки, черти. Поэтому я выступаю ради своего Господа, чтобы хотя бы у вас сердца Аллах мой открыл, чтобы вы поняли правду. Да поможет Аллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, дорогие мои братья и сестры.